Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфелина Алексеева. Здравствуйте. Развитию Арктики в стране и, в частности, у нас в республике уделяется большое внимание. Как в арктической зоне Якутии решается проблема обеспечения населения продуктами питания с учетом сложной транспортной схемы и высокой доли завозимых товаров. Какие меры предпринимаются для поддержки местного производства? Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, как в Арктике у нас обеспечивается продовольственная безопасность и как решается проблема обеспечения населения продуктами питания? Сложная транспортная схема обуславливает высокую долю транспортной составляющей, которая достигает до 80% именно в конечной стоимости самого товара. Основным вектором развития продовольственного обеспечения должно быть уменьшение именно доли завозимой продукции и производства и реализация местной продукции на местах. Более 60% населения в арктических районах – это сельские жители. А если в среднем по Якутии, эта цифра составляет 32%. И в арктической Якутии расположено 49 национальных поселений, отнесенных к местам компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. В Арктике содержится 75% поголовья северного домашнего оленя, и республики это где-то 127 тысяч голов, и вылавливается до 87% рыб. По республике это уже где-то 5000 тонн ежегодно. Сельское хозяйство является основой экономики именно арктических районов республики, и экономическая и физическая доступность для населения локальных традиционных продуктов питания это является стратегическим обеспечением здоровья, сбережения и качества уровня жизни. У нас утверждена концепция развития сельского хозяйства в арктических районах Республики Саха-Якутия до 2035 года. Из госбюджета республики 100% возмещаются поставки скороспелой живности и кормов в районы Арктики. И за счет регионального бюджета покрываются затраты по приобретению товарного поголовья северного домашнего оленеводства. В целях развития местного производства оказывается поддержка для хлебопекарям и производителям молочной продукции в арктических районах. Впервые за многие годы в Арктике вводятся большие объекты сельскохозяйственного назначения. В прошлом году в Верхоянске был построен животноводческий комплекс на 120 голов и мобильный молочный завод. Также в поселке Алекёкёль Среднеколымского района также построен животноводческий комплекс на 60 голов. И в целях обеспечения населения качественной именно местной продукции для завоза в арктические районы компания АТЛК в Якутске в прошлом году был построен цех по переработке сельскохозяйственной продукции. Сейчас он производит именно консервную продукцию мясную, овощную, ягодную. И это все у нас для именно завоза в арктические районы. Так что вот такая пока работа ведется. Вы еще назвали поддержку местного производства, именно хлебопекарного. Тоже очень актуальная тема. Я знаю, что закрываются даже очень много предпринимателей. А какая именно поддержка? Это субсидирование или что-то еще? Да, это субсидирование на обновление оборудования. А молочный цех – это уже приобретение целых цехов, чтобы у нас молоко и сухого молока производился ассортимент молочной продукции именно в Арктике. Хотелось бы подробнее узнать о проекте по созданию сети торгово-логистических центров, и каковы результаты работы на практике таких центров. В настоящее время завершилась реализация проекта по созданию сети торгово-логистических центров в арктических районах Республики Саха-Якутия, реализуемого в рамках стратегии развития Арктики Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. И за 4 года создано 13 торгово-логистических центров, предназначенных для именно снабжения товарами населения, в том числе за счет повышения обеспечения условий качественного хранения именно продовольственных товаров.
Ну, ключевой эффект ТЛЦ – это обеспечение хранения на надлежащих условиях большого количества продовольственных товаров именно в современных овощехранилищах, морозильных камерах и складских помещениях. Также ТЛЦ могут стать и уже выполняют функции по организованному закупу, переработке, хранению, сбыта продукции именно местных товаропроизводителей. Так, по поручению главы Республики Саха-Якутия с 2023 года на базе ТЛЦ уже начата заготовка продукции традиционных отраслей Севера. Ну и мы считаем, что увеличение поставок именно из арктических районов мяса, рыбы, дикоросов позволит увеличить доходы местного населения. Ну, ни для кого не секрет то, что продовольственное снабжение в Арктике все равно остается в некоторые моменты нерешенным. И какие именно, пожалуйста, обозначьте. И вот что планируется делать на новом этапе развития ТЛЦ в Якутии? Ну, проблемы продовольственного снабжения арктических районов очень комплексные и вызваны целым рядом сложившихся обстоятельств. Они должны решаться тоже комплексно и исходя из первопричин. Есть вопросы, которые должны решаться в финансовой части, нормативно-правовой, инфраструктурной. Вообще региональный бюджет субсидирует завоз 12 наименований социально значимых продовольственных товаров. Ну, а на субсидирование завоза других товаров уже, конечно же, средств недостаточно, в связи с чем большинство товаров реализуется по высоким рыночным ценам. В 2023 году были приняты федеральный закон о северном завозе, распоряжение правительства Российской Федерации, которым был утвержден перечень грузов северного завоза первой категории. И в этом перечне СЗПТ у нас составляет уже 73 наименования. Но данные акты начали действовать уже с 1 апреля 2024 года. И мы, конечно же, как регион ожидали и ожидаем, что начиная с 2025 года и последующие годы в федеральном бюджете будут уже предусмотрены средства, субсидии на именно завоз субсидируемых продовольственных товаров. Вот такая вот ситуация пока. Ну и хотелось бы подробнее узнать по поводу инфраструктурной части, да, что из себя представляет ТЛЦ в Якутии с точки зрения инфраструктуры и оснащения выполняемых задач, а также где именно они расположены. Да. Торгово-логистические центры – это имущественный комплекс, включающий в себя земельный участок с площадками для размещения контейнеров, маневрирования, стоянки грузового транспорта, здания и сооружения – это теплые и холодные склады, овощехранилища, холодильные камеры и само торговое помещение в самом едином здании или отдельно стоящем, а также помещение для именно переработки хранения местной продукции. По части торгового и складского оборудования это тоже достаточно сложный и современный механизм такой автоматизированной техники и устройств. В ТЛЦ созданы условия, именно, еще раз повторюсь, для длительного хранения, в первую очередь, высоковостребованной свежей овощной продукции, фруктов с минимальной порчей и потерей качества. В Якутии ТЛЦ построены в транспортных узлах продовольственного снабжения 13 арктических районов. Как правило, это районные центры. Ну, и исключением является Устьянский район, где не поселок Депутатский, а поселок Усть-Куйга является главным транспортным узлом района. На сегодня ТЛЦ как логистический узел или пункт еще предстоит дальше развивать. ТЛЦ является пунктом депонации, то есть пунктом длительного именно хранения, временного хранения продовольственных товаров для обеспечения из районного центра еще и сельских поселений. Соответственно, складские мощности ТЛЦ рассчитаны с учетом объема именно потребления населения районного центра и сельских поселений. И таким образом ТЛЦ является предпоследним звеном в цепочке снабжения, начиная от товаропроизводителя. Ну и, конечно же, тоже очень важная тема, какие главные трудности связаны с транспортной доступностью арктических поселений, да, и вот какие решения предлагаются для обеспечения регулярного, круглогодичного, конечно же, снабжения социально значимыми товарами. Да, все арктические поселения являются отдаленными и труднодоступными, с которыми пути сообщения и снабжения открываются только в течение автозимника, это 2-4 месяца, и в отдельных случаях летней водной навигации, если села расположены на берегу судоходных рек.
Именно транспортная составляющая остается нерешенной для полноценной работы именно торгово-логистических центров как звена системы снабжения. У нас есть торговля, но нету пока логистики. И в отдельных случаях протяженность наземных сообщений от районного центра до села составляет более 400 километров. А в этих условиях отсутствие дорог, сложной, как сказать, и водных, и горных преград, да, большинство прорабатываемых маршрутов для организации сквозных движений потребуется сразу несколько видов транспорта. А над этим мы работаем в настоящее время. И в связи с окончанием первого этапа формирования транспортно-логистической инфраструктуры Северного завоза в арктических районах Республики Саха-Якутия, в части снабжения социально значимыми товарами, товарами первой необходимости народного потребления, мы планируем приступить ко второму этапу. Это создание модернизации транспортной составляющей именно завоза. Уже следующим и одновременно реализуемым завершающим этапом является формирование полного цикла оборота местной продукции от производства до реализации конечной продукции. Это последовательное продолжение мероприятий программы поддержки, государственной поддержки традиционных хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России в Арктике. Эта программа у нас работала в период 22 по 25 годы. Проводились мероприятия по укреплению материально-производственных баз оленеводческих, рыболовецких хозяйств для увеличения поголовья, объема вылова и создания торгово-логистических центров, предназначенных для накопления, хранения и распределения СЗПТ и переработки и вывоза на рынки сбыта промысловой продукции. В рамках реализации этой же программы, период 26-28 годы, мы планируем реализовать мероприятия по приобретению мобильных производственных цехов на базе грузовых вездеходного автотранспорта с функциями мобильного убойного цеха, первичной переработки, обеспечения температурного режима. И при этом появится возможность вывоза продукции уже из промысловых участков без ограничения по сезонности до торгово-логистических центров и завоза труднодоступные и отдаленные населенные пункты, как я уже сказал, социально значимых продуктов и товаров первой необходимости именно в круглогодичном режиме или в течение продленного периода. Ну и хотел бы в завершение сказать, что главным фактором, способствующим дороговизну продтоваров, является все-таки разовый закуп, завоз его годового или межсезонного запаса, когда вложенные деньги возвращаются через год или даже более. И переход на круглогодичное снабжение, именно это был бы механизм исключения этого фактора, привел бы к кратному снижению объемов разовых именно субсидий из бюджета региона на транспортные затраты по завозу грузов Северного завоза и привел к 4-5-кратному обороту именно товаров. Так что именно в этом мы видим решение главной задачи продовольственной безопасности. Во-первых, обеспечение физической, это наличие продовольствия, и экономической, ценовой доступности продуктов для населения Арктики. Ну что ж, Сергей Анатольевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.